появился с этим документом. Так где же он бросил флаг, спрашивается вопрос. Ну покажи, где же он бросил флаг? Или вот они там, значит, где-то на каких-то этих сайтах зарубежных, российских, «Свобода», которые там были прорусские, то все, там какую-то там вот эту вот всю пропаганду проводили, что тот сказал это, сказал это. Так это говорили все наши президенты, можно сказать. Особенно после, вот даже иногда и даже наш первый президент, а после этого и Масхадов говорил, и следующий, как его, Садулаев говорил, и другие, все говорили. А взяли теперь, он там словами это что-то сказал, что вот там нас против мусульман идут это, они посчитали, что это решение. Но это если решение, что мы должны заглядывать в рот других государств, их информационное агентство и говорить, что он ушел. Так что я объясняю, какая ситуация. Никуда он не уходил. И мы не согласны с тем, что док Умар 9 декабря ушел, он сделал антизаконный шаг тоже. То есть он ушел в религиозное поле, эти, значит, как бы сели и сидят. Кто? И тогда мы вынуждены были обратиться с ним и написали специальное воззвание от всего нашего правительства, в котором у меня было подпись собран около 400 с лишним, а Алла говорит, что у нее еще там 2000 пришло. То есть со всей Европы. И мы там изложили вот такая ситуация. Мы не можем дальше сидеть. И мы тогда на основании тех решений, которые принял парламент наш и президент в 2004 году, там было сказано, что на зарубежье, значит, переорганизация ситуации и возложить с моей фамилией, на меня организация и ведение всей политической работы в зарубежье по нашему государству. И на основе этого мы тогда, вот то, что я сказал предыдущее, приняли решение, что мы должны, значит, создать не какое-то новое государство, а из тех людей, которые бы есть избраны, наши были избраны еще в 1997 году, вторые очередные выборы, из них оставшихся создать президиум, временно рабочий орган, который является единственным легитимным. То есть мы не какой-то там создали, как эти говорят, вот у них там 3 правительства есть. Нет, дорогие мои, 3 правительства нет. Это вы говорите, что вы правительство или что такое. И те, которые это говорят, так говорят, и те, мы никакие правительства не создавали. Мы являемся представителем власти нашего государства, законно избранного на очередных выборах в 1997 году. Сюда входят избранные депутаты парламента, сюда входят члены кабинета министров, сюда входят члены судебной власти, сюда входят все люди, которые избраны на местах органов местного управления. Из этого числа мы выбрали определенное количество людей, и они являются как раз поочередно, один или другой, являются членами нашего президиума. Они в любой момент, когда ситуация так изменится, мы вернемся, они поднимутся, и вместе с ними мы будем тогда проводить очередные выборы нашей власти. Они со всеми этими самозванцами, которые здесь крутятся и себя вот изображают. Мы им говорим, и сейчас я говорю, хватит этим заниматься, потому что ваше действие с точки зрения международного права, с точки зрения там, что происходит, воспринимается как попытка захвата государства власти. Вот чем вы занимаетесь. Попытка, значит, это есть как раз-таки в пользу нашего врага, оккупанта в пользу, а себя изображаете, скажем, власти нашего народа. Вы никак не можете представитель власти. И ваши решения, которые вы там принимаете, партии или движения, и все. Посмотрите в Конституции, которую вы говорите, что вы читали, кто-то из них. Там сказано, что решение общественных движений, партийных движений не обязывает власть исполнять это решение. Власть может это только слушать, смотреть, выгодно это или нет, и принимать самостоятельно. Так что мы действуем самостоятельно. Никакие ваши разговоры не пройдут никуда. Это вы точно должны понимать. И тех, которые вы обманываете сейчас людей, нашу молодежь и других, они тоже в этом
вопросе находится в заблуждении. Я обращаюсь с ним.